Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Я встретила еще 3 спасенышей. Ролик о них выйдет попозже. Боже мой, идет драка! Все в крови, сейчас пойду быстро докладывать. Сейчас нужно спасать лабрадора, который прилетел в срочном порядке. Смотрите историю Гамлета. Да его опять одолевают, блин! Я тебе сейчас по морде дам! Пожалуйста! Руслан сказал, скажет сторожу, даже если ночью приедет, кто-нибудь заберет, он отдаст. Вот это тот, кого я сегодня выручила из клетки, его здесь опять жрут. Гамлет сидел отдельно в будке в ППЖ на цепи, и это было его спасением. Но счастье его закончилось, и в один из дней его кинули в вольер к сильным сородичам. Но он лабрадор, добродушный, добрый мальчишка. И дальше начался его кромешный ужас. Вот, посмотрите, вот тут вот. Ты посмотри, как покусали жестко. Чуть лапу не оторвали. Глубокие следы от зубов. Прямо с кусками мяса выдранные. Как бедренную артерию только не прогрызли. Если бы прогрызли бедренную артерию, собака бы уже скончалась. Кастрированный. Только вот эту лапу, да, погрызли. Собака леденющая, охлажденная. Типа лабрадора, да? Маленький, ой, холодный весь. Ну, я вижу только одну лапу погрызли, вот вторая, вот смотри. О, вторая тоже. Вот здесь вот. Рваные раны. За задние ноги таскали. Вот. Бедный, больно ему. Может, сразу обезболивающее поставим? Ну так его сейчас обмыть надо. Нет, давай сперва прокапаем обезболивающее и потом промоем. Вот тут вот мясо. Вот здесь. Ну тут, смотрите, фиолетовое чими спреем брызгали или что? Угу. 2 свища после кастрации. Обратите внимание. Он очень добрый, типа лабрадора, помесь лабрадора, видать. Все хорошо будет. Все будет хорошо. Лапу обморозил. Раны старые есть и новые есть. Его не один день собаки ели. И вылететь он смог тоже чудом. Волонтер уступила место вместо одной своей собаки. Полетел Лабрик, ему уступили место, потому что промедление означало смерть. Самолет также вылетал с задержкой. Невероятных усилий стоили все эти поэтапные действия. Итак, сегодня прилетели всего лишь 2. Один ко мне на кураторство. Это Лабрик покусанный, которого никто кооперативно не взял, пришлось брать мне. И второй это уже к другому куратору. Так, Лабрик, назвали мы тебя Гамлет. Мой золотой, вот какая морда милая. Посмотрите, какое сокровище. 2 других собак сняли с рейса. Всегда находят повод, чтобы только не дать собакам жить. Даже если забирают кураторы в Москве или семьи, ручки, все равно не дают им выжить, лишь бы только убить, лишь бы только оставить их в Якутске на смерть. Бессовестные все структуры, все власти
города Якутска. Бессовестные, бессовестные. Ты мой сладкий, ты мой сладкий, ты мой сладкий. Вот такая добрая морда. Сдадим все тебе анализы. Все остальные собаки у нас уже сданы анализы. У нас все собаки с анализами будут переданы во все инстанции. Итак, милый Лабрик, ты прилетел. Гоним сейчас по врачам. Сейчас. Вот как он хочет пить. Сейчас, до воды идем. Вот вода в 3 шагах. Ой. Все, малыш, пошли. Давай, мы Романа ждем. Пошли. Там тепленькую водичку попьем. Пошли. Куски кожи висят там. Нигде нет стационаров, поэтому пришлось опять ехать сюда. Что нам здесь скажут? Обзвонила 4 клиники. Считается большая собака. Если не тойчик, то большая собака. Пойдем, водичку дам. Пойдем. Малыш, ты не привык пить воду. Сейчас я тебе налью много воды. Пойдем, 2 шага сделаем. И писаем, и пьем быстрее здесь. Господи, какая же жизнь ты несчастная, а? Ну какая же жизнь несчастная у этих собак, а? Родились ведь они для того, чтобы только мучиться. Блин. Не везде нас принимали, не везде были места в стационаре. Без стационара такой уход не осилит ни одна передержка. У него очень глубокие раны. Начался некроз. Конечно, надо было бы раньше, но раньше было негде, и никто не брался за его лечение. Такой добрый золотой мальчишка. Вот как он уткнулся в колено. Как тебе? Тяжко жилось, да? Там? Тяжко? Вон какая у него. 47-46. Сейчас будем все анализы сдавать. Вот смотрите, как лежит мордочка. Посмотрите, какие у нас зубки молодые. Посмотрите, зубки-то молодые. Такая грусть вселенская. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, спрятался. Какой сладкий. Там туда, Ой, вот, какой целоваться туда. Вот какой сладкий. Целоваться. Конечно, потелюемся. Вот такой. Потелюемся. Молоденький. Пьет очень вот сейчас жажда такая, что много, вот 2 миски выпил. Пить он с удовольствием, даже снег хапает. Да, конечно, ну посмотрите, что творится. Ну это же ужас, а. Ну что это делать-то нам? А вам вообще что делали-то? А я вам все сейчас объяснила. Ну, только обработки хлоргексидином при этом всем, да? И не советовали никакой ни хирургической обработки, подседации, ничего, да? Так это вот все, мы уже приехали к вам в надежде, что вы, только вы, как боги, нас спасете.
Конечно, все тут надо убирать. Некроз уже, наверное, да, черных тканей. Ну да, да, некроз такой уже. Ну, а как хороший. вот это И вот? тут уже свящу. Свищи. А вот посмотрите вот здесь, вот что это вот. Ну, это же может быть прокусы тоже. прокусы, но А тут, а давно вот такая штука-то? это все свежее. Свежая. Просто не догадывались, может быть, не заглядывали каждый день, но вот эти вот 2 дня под пристальным нашим вниманием и беготней. Так, сфотографируем. Поэтому и рвемся уж побыстрее, понимаем, что у нас не просто... Сколько черноты-то. Это же все уже мертвые, да, ткани? Ой, да, не особо-то живые. Ну какие у нас прогнозы, скажите нам? Есть? Сейчас будем разбираться с вами. Мы готовы... Сейчас еще реабилитолога тоже приглашу. И покажу. мы готовы к вам в стационар лечь. Все-таки нам нужен уход тут такой серьезный. Анализы крови какие-нибудь давали? Нет, мы сейчас на голодный желудок хотим сдать все анализы. Давайте вот, чтобы быть уже готовым. И не ждать, не В откладывать. зависимости от того, как вообще будет у него ранозаживляющий процесс происходить, регенерация кожи. Вот. Но все это, естественно, делается под наркозом. Предварительно нужно пройти общее обследование, это сдать анализы крови. А мы сегодня можем это сделать? Сейчас я поговорю с нашим анестезиологом, да, потому что так как это нужно давать наркоз, естественно, нам нужно узнать, что все будут свободны, когда мы в ближайшее время сможем вас взять. А он просто голодный специально, да, чтобы время не тянуть на завтра. Ну да, да. Давайте сегодня, чтобы ускорим, потому что мы уже все Сейчас я уточню. Да, А да, место конечно. есть в стационаре? В стационаре, да, место есть, конечно. Надо оставлять. А не скажете порядок цен какой? Сейчас в стационаре. Смотрите, в стационаре нахождение это 7600, это минимум. Это, соответственно, только нахождение без учета перевязочных материалов, да, без учета там препаратов. А сама обработка 7600 это только нахождение, да? Да. Друзья, а теперь, после такого нелегкого спасения, когда вот он, судьба распорядилась оставить его в живых, мы должны приложить все усилия, чтобы его спасти. Сегодня у него операция сложная, потому что раны глубокие, и начался некроз. Еще у него анемия и лейкоцитоз. И, возможно, понадобится переливание крови. Прогнозы осторожные, но врачи будут бороться за его жизнь. Друзья, пожалуйста, я вас очень прошу, помогите этому парню, помогите выжить. Сегодня операция. Нам очень нужны деньги на операцию, возможно, на переливание крови, на стационар, на медикаменты. Пожалуйста, помогите. Я вас очень-очень прошу. Сегодня мы провели в клинике, в каждом кабинете по 2-3 часа. В общей сложности ушел целый день, чтобы только нам его сохранить в живых. Помогите, мальчишки. Зовут его Гамлет.